причинения имущественного ущерба собственнику. Приговор по этому громкому делу начали оглашать еще в прошлый понедельник. Оно и понятно, в бумажном виде 850 страниц. Перед началом заседания главный фигурант дела, экс-глава группы компаний «Фон» Анатолий Левада был полон оптимизма, как и его адвокат. Но в итоге приговор даже строже, чем просило обвинение. 4 года и 10 месяцев колонии общего режима вместо 4,5 лет. Ахметзянова и Левадин признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных пунктами А, Б, части 2 статьи 165 Уголовного кодекса Российской Федерации. Левадин назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года 10 месяцев исправительной колонии общего режима. Экс-супруги Анатолия Левады Диане Ахметзяновой, которая в компании была его заместителем, суд назначил 3 года условно, и это вызвало недоумение среди дольщиков компании. Почему судья говорит, что все делалось одновременно, оба были руководители, оба работали вместе, но почему один уходит на условно, а другой уходит в тюрьму? Нам нужны квартиры, а посадки нам не нужны, они изначально не были и нужны. Мы не в ракурсе играть в эти игры. Факт хищения 2,5 миллиардов рублей у казанских дольщиков суд в итоге посчитал недоказанным. Не указано дальнейшее движение денежных средств после поступления их в кассы и на счета фирм из числа группы компаний «Фонд». В обвинении не отражено, например, были ли эти деньги перечислены на счета иных компаний в распоряжении подсудимых, были ли они обналичены. В результате статью обвинения переквалифицировали на более легкую. Было мошенничество в особо крупном размере, стало причинение имущественного ущерба путем обмана. Как выяснилось, все проблемные дома в жилищных комплексах «Симфония», МЧС и Царицынский бугор начинали возводить без официального разрешения на строительство. Мера пресечения будет действовать до вступления приговора в законную силу. Это я вам в качестве консультации. Судебное заседание на этом является закрытым. Сразу после оглашения приговора Анатолия Леваду взяли под стражу, но на свободу он выйдет совсем скоро. За время следствия он 13 месяцев провел в изоляторе, еще 3 года под домашним арестом. Это и повлияло на непосредственный срок заключения. Получается, что в колонии общего режима Анатолий Левада проведет чуть менее полугода и выйдет как раз к тому времени, когда уже за государственный счет обещают достроить 3 его дома долгостроя на улице Губкина. Юлия Гоголева, Алмаз Зиадинов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.